Учителя – важное звено в жизни любого общества, ведь они дают те необходимые азы, которые нужны каждому. А чтобы всегда идти в ногу со временем, необходимо совершенствовать свои навыки. Каждый из присутствующих увлеченно следит за ходом курсов, ведь эти знания точно пригодятся им в работе. Мы хотим, чтобы дети Абхазии знали в обязательном порядке абхазский язык идеально и также в обязательном порядке знали русский язык, потому что в Россию многие детки едут, и мы хотим, чтобы это было лицо Абхазии. Очень надеюсь, что курсы нас поднимут на какую-то нужную нам высоту, и в дальнейшем сотрудничать с российскими университетами будет приятно. Эти курсы нам дают очень много знаний, навыков обучения детей. Я надеюсь, что это будет очень продуктивная работа. На базе средней школы номер 1 в Пицунде начались курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, а также учителей начальных классов, работающих в общеобразовательных учреждениях республики. С приветственным словом выступила Ханна Гунба, министр просвещения Республики Абхазия. Она отметила, что данные курсы не просто получение новых знаний, а обмен опытом между коллегами, и пожелала собравшимся успехов и результативного года. Я уверена в том, что у нас будут большие, хорошие результаты. В вопросе повышения квалификации педагогических кадров Министерство просвещения всегда взаимодействует активно с Абхазским государственным университетом, с нашими партнерами и коллегами с Российской Федерацией. Уважаемые коллеги, мы с вами работаем с очень тонкой материей, с молодым поколением, которое всегда требует к себе новых подходов. В этом плане мы, педагоги, это те специалисты, которые учатся всегда. И у вас это отлично получается. По окончании курсов участники получат удостоверение. Лекции читают и для математиков начальных классов. Более 170 учителей общеобразовательных школ со всех районов республики участвуют в семинаре. Цель курсов – повышение квалификации учителей, их уровня умений, знаний, освоение новой методики, а также улучшение качества преподавания в школах. Сегодняшняя молодежь требует, чтобы учитель был на достаточно высоком уровне, и учитель всегда должен работать над своими навыками, умениями. И к этому мы всегда стремимся и будем помогать в этом своим учителям. Программа курсов выстроена таким образом, чтобы приносить максимальную пользу для слушателей. Новый опыт показывает высокую заинтересованность учителей в повышении своей квалификации. Участники получают минимум 6 рабочих часов в день. За рабочую неделю мы можем реализовать примерно 30-36 часов очно, и оставшаяся часть курсов будет заведена в дистанционный формат. Каждый из слушателей получит доступ в электронную среду, образовательную среду Северокавказского федерального университета, будет иметь там свой личный кабинет, будет иметь задания, возможность выполнять задания еще до конца года. Теоретическая и практическая часть. По учебной программе занятия, конечно, разделены строго на лекции и практические, но в работе педагогов эти грани стираются, и, как правило, это переходит из лекционного общения в практическую часть. Практическая часть с выполнением заданий, с написанием работ снова переходит в лекционное общение, в объяснение материалов. Во время лекции у учителей есть возможность вступить в диалог с приглашенными гостями, читающими лекции. Благодаря такому подходу и обратной связи участники получают немаловажный опыт. Проблему мы уже определили. Выстроить цепь методических приемов, которая поможет работе учителей школы. Ну и плюс, я так вижу, мне кажется, мы сейчас приходим к этому согласованию, я вижу в том-то эти проблемы. Они могут там свое добавить. Учителя, они практики, очень хорошие практики. Вот судя по реакции аудитории, это совершенно очевидно. Они прекрасные специалисты, они профессионалы, они понимают, более точно могут назвать те болевые точки, которые необходимо разрешить. Курсы повышения квалификации проходят с 27 по 31 октября в Пицунде. Айлита Арутюняна, Абхазское телевидение.